Ускорить работу и пока не поздно объявить о возможных рисках. Коммунальщиков и представителей власти Вуктыла предупредили об ответственности в случае срывов отопительного сезона в этом году. Готовность муниципалитета к зиме на особом контроле руководства региона и надзорных органов. В Вуктыле снова с инспекцией первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева, федеральный инспектор Михаил Тырин, прокурор Коми Николай Егоров. Отопительный сезон там стартовал не без проблем. Ольга Коняева продолжит. Во всех социальных объектах и в большинстве квартир Вуктыла батареи уже горячие. Но без порывов на сетях не обошлось. Аварии устраняют, после чего еще в 4 домах отопление появится. Подготовка коммунальных объектов к зиме продолжается. Первый зампред предупреждает: проблемы не утаивать, как это было 2 года назад, когда муниципалитет в итоге с трудом пережил зиму. С тех пор к Вуктылу особое внимание. Предлагаю в рамках докладов говорить сроки выполнения работ. Если есть и видите риски, также их озвучивать, для того, чтобы мы могли оперативно принимать соответствующие решения. После этого совещания ответственность по выполнению того или иного функционала, который будет зависеть подача тепла, а также горячего водоснабжения для жителей Вуктыла, ответственность будет на участника, так скажем, совещания, который не обозначил, если после эта проблема выйдет. Состав проверяющей делегации внушительный. Кроме того, в Вуктыле постоянно работает свой оперативный штаб по подготовке к зиме. В нем и надзорные органы. Необходимо уделить внимание вопросам подготовки и других объектов жилищно-коммунального хозяйства, кроме котельной. Судить вопросы расчетов перед ресурсоснабжающими организациями, для того, чтобы быть уверенными, что текущий отопительный сезон 2022-2023 года город Вуктыл пройдет без чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день готово 95% жилого фонда. В некоторых домах продолжается развоздушивание систем. Завершена замена ветхих тепловых сетей. В этом году много поменяли запорные арматуры, порядка 2 миллионов. Порядка 7 миллионов было закуплено трубы. В общей сложности в этом году мы поменяли 2,5 километра в двухступном исполнении. Это составляет 39% от общих ветхих сетей. Общих ветхих сетей у нас 8 километров. Но пока только на треть обновили ветхие водопроводные коммуникации. Не готова к работе центральная котельная, на которой снова затягивается капитальный ремонт одного из котлов. Такое уже проходили. Кроме того, на котельной нет резервного источника электроснабжения, не проведена экспертиза безопасности газопроводов, нет проектно-сметной документации на ремонт кирпичной дымовой трубы. Это на особом контроле у главы Республики Коми, лично у всего правительства Республики Коми. Поэтому городской округ Вуктыл для нас это приоритет, чтобы не допустить никаких аварийных ситуаций. Сегодня мы побывали на центральной котельной, которая, собственно говоря, вызывает у нас больше всего опасения. 2 котла у нас запущены. 1 котел, как обещает компания «Аквасервис», будет подготовлен 1 ноября. Соответствующие гарантии они дают. Температурный режим на выходе из котельной отслеживают каждые 2 часа. Пока, по информации мэра Вуктыла, жалоб от жителей города не было. Резерв материалов и оборудования на случай аварии сформирован. Аварийно-восстановительная ремонтная бригада на предприятии сформирована. В общей сложности на всех видах у всех ресурсников это 14 бригад, 68 человек, 25 единиц техники. План запаса дров на начало отопительного периода в селе Почери в размере 1200 кубов тоже сформирован. Нужно ускориться, резюмируют проверяющие. Причем сделать это нужно было еще 2 года назад. Тепловая компания «Аквасервис» считает, что рисков нет. Помощь правительства региона сейчас не нужна. Ольга Коняева, Василиса Гречнева, Илья Пузанов, телеканал Юрган.